Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы рассматриваем с вами карту правосудия. 8-й старший аркан Таро Безумной Луны. Сюжет на данной карте. Невозмутимый судья стоит на страже лунного королевства. В каждой руке он держит по мечу и готов пресечь любое нарушение закона. На его груди связка ключей от городских ворот, тюрьмы, казны и еще один маленький ключик от комнаты, где хранятся грязные секреты горожан. Только на судейской голове есть настоящая золотая корона. Ни император, ни императрица не обладают такой властью над судьбами, ведь каждый человек сталкивается с бездушным законом. Из-под черной судейской мантии выглядывает несоразмерно большая рука, сжатая в кулаке рыбой, а из-под подола выползает отвратительная тварь. Хотя перед законом все равны, всегда кто-то находится на особом положении, под прикрытием, а кто-то становится жертвой, впав в немилость. Основное толкование данной карты. Правосудие всегда показывает попытку занять объективную позицию, но на самом деле у него два лица. Одна сторона светлая – это справедливость, которой можно добиться с его помощью, а темная – это те ужасные вещи, которые происходят под маской законности. Правосудие отражает и попытку занять объективную позицию, отключить эмоции и обратиться к фактам, взвесить все «за» и «против». Но, как известно, человек по своей природе субъективен, поэтому темная сторона чаще всего берет верх над светлой, и даже у самого объективного судьи есть свои любимчики и слабости. Ситуация по данной карте. Ситуация находится в равновесии, вы получите столько, сколько вложили. Не ждите сюрпризов и случайностей. Вам предстоит иметь дело с различными формальными учреждениями и действовать также, составлять бумаги, письма. И это те ключики, с помощью которых вы получите доступ к решениям своих вопросов. Но иногда для ускорения дела можно и взятку дать, о чем говорит дополнительно судейская рука с рыбой. Чудовище, выползающее из-под мантии, символизирует бюрократический ад, где вы столкнетесь со многими неприятными вещами. Но предупреждает и о том, что вам требуется законное прикрытие или помощь. Речь не только о неформальных отношениях с представителями власти, но и об обращении к адвокатам, использовании дыр в законе в свою пользу. Характеристика личности по данной карте. Человек с синдромом судьи. Крайне категоричен, любитель всем расставлять оценки, выносить вердикты. Системное мышление, формализм. Общение строится посредством официальных бумаг, которые судья отлично составляет. Даже если дает другу небольшую сумму в долг, возьмет с него расписку. Отлично знает законы, но в человеческом общении не силен. Отношения или секс по данной карте. Это формальные отношения, деловая переписка, отношения в рамках государственного учреждения. В таком союзе отсутствуют чувства, но очень много бюрократических процедур. В семейной жизни это четкое распределение обязанностей. Присматриваясь к партнеру, все взвесьте и составьте список плюсов и минусов. Партнерство строится по принципу взаимной выгоды, но в них нет души. Зачастую это вынужденные связи с теми, кто является неотъемлемой частью системы, в которой он существует. Общение с родственниками, коллегами для галочки и потому, что могут быть полезны. Секс тоже для галочки, как некая необходимая процедура. Работа и финансы по данной карте. Работа в госучреждениях, юриспруденция. В текущем бизнесе есть необходимость разобраться с оформлением документов, с получением разрешений и согласований с чиновниками. Требуется судебное разбирательство и привлечение юристов для решения конфликтов.
небольшая зарплата, но есть возможность брать взятки, распределять гранты и премии и так далее. Девиация или нестандартное поведение по данной карте. Это злоупотребление властью, взятничество, шантаж. Человек оказывается жертвой системы и не может доказать свою невинность. Полное бездушие и формализм, когда документ важнее человеческой жизни. Бесконечные бюрократические проволочки, тормозящие дела. Социально незащищенные слои населения – бомжи, беженцы. Нетерпимость, двойные стандарты. Карта дня. Луна на рисунке в убывающей фазе. Аркан указывает на походы в официальные учреждения. Вы получаете ключи к решению разных вопросов, оформлению собственности, одобрению по банковскому кредиту и так далее. На фазе убывания это ситуации, инициированные извне, в которых правосудие раскрывается во всей красе. На фазе роста это в большой степени ситуации, которые вы инициировали сами, например, подали заявление по налоговой льготе.